Уважаемые коллеги, на повестку дня я ее оглашу, и потом мы приступим к разъяснительной работе. Выносится несколько вопросов. Информация о реализации в Удмуртской республике проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, проект поддержки местных инициатив и возможности участия в 6-го микрорайона Октябрьского района нашего города. Вот где мы находимся, это и 6-й микрорайон, по строительным нормам так называется. Второй вопрос. Выбор первоочередной проблемы микрорайона для участия в проекте и поддержки местных инициатив. Третье будет определение суммы софинансирования муниципалитета, населения и спонсоров. И четвертое — решение об использовании сэкономленных бюджетных средств после проведения торгов. Тут тоже вопрос нуждается в голосовании. Давайте проголосуем. Кто за? За повестку голосуем, да. Кто против? Воздержались? Нет, спасибо большое. Ну а теперь приступим, наверное, к самому интересному. Я уже повторюсь, мы с вами находимся на пороге уникального события. Это абсолютно новый подход властей к застройке, благоустройству, ну и так далее. Дальше будет ясно всех территорий. То есть, если она раньше исходила в основном сверху, как говорится, от властей, то теперь мы говорим о том, что инициаторами должны быть граждане, обозначать проблемы, которые им необходимы, и выходить с подобными вещами, с этим инициативным, как говорится, бюджетированием в город, в республику, и, соответственно, получать некую часть на данный проект, некую часть федеральных и муниципальных денег, ну и дальше участвовать, а самое главное контролировать весь процесс с начала и до конца, быть его инициаторами, вести этот проект, осуществлять контроль, ну и потом, соответственно, приемку. Если кого-то заинтересовало более детально, мы готовы проконсультировать в администрацию Октябрьского. То есть все знания, которые мы имеем, а, к сожалению, пока багаж не очень большой, мы с вами его вместе будем нарабатывать, мы готовы поделиться и в чем-то помочь. Но сразу нужно понимать, потому что приходят люди и говорят: а вот вы, администрация, давайте вы сделаете заявку, а мы будем благополучать им. Так не получится. Оно называется инициативным, потому что оно исходит от граждан. По протоколу пойдем. То есть жители хотят участвовать на сегодняшний вопрос, ставим так, в данном мероприятии. Кто за? Кто против? Воздержались? Спасибо. Ну теперь переходим к проектам, я так понимаю. Да, поэтому давайте мы презентуем, то есть вы презентуете первый проект. Я прошу представителя инициативной группы выйти на трибуну, либо взять микрофон. Добрый вечер. Я Долматова Любовь Евгеньевна. Я являюсь председателем Совета многоквартирного дома 36 по улице 8-я Подлесная. Председателем я уже являюсь 10-й год. Много что было сделано на нашем доме. И непосредственно и с участием и администрации Октябрьского района. Являюсь, конечно, неравнодушным жителем нашего города. Включаюсь во все проекты вместе с Советом дома своего. Вот. И узнав об этом проекте, значит, мы объединились в инициативную группу для участия в этом проекте. Да? Мы вышли с предложением. Ну, я сейчас сначала озвучу свою инициативную группу, пожалуйста. Значит, меня выбрали как председателем этой инициативной группы. Значит, Макарова Валентина Сергеевна, Косолапова Людмила Николаевна, Федорова Людмила Павловна, Карамова Ирина Владимировна, Наумова Нина Васильевна. Это инициативная группа. Мы вышли с предложением к директору Центра творческого развития «Октябрьский», к Корзниковой Наталье Валерьевне, поучаствовать вот в этом проекте. То есть вот у нас в нашем районе нет никаких условий, отсутствуют возможности для детей и подростков для физического развития наших детей. То есть негде заниматься физической культурой и спортом. Поэтому возникла острая необходимость создания зоны активного физического отдыха, спортивной площадки с уличными тренажерами, которая станет местом активного физического отдыха не только для детей, но и всех жителей близлежащих домов. Мы уверены, что построенная спортивная площадка на территории центра
даст возможности жителям направить свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья своих детей. А также даст возможности задействовать спортивную площадку для проведения семейных спортивных праздников и организации досуга. Ну вот, значит, проблему я озвучила, что проблема такая вот существует. Ситуация сегодня у нас вот такая, что на прилегающей территории центра нашего творческого развития имеется футбольная площадка, которая не обустроена. Дети, ну вот, стоят старые железные ворота. И вот, пожалуйста, в такое время года, пожалуйста, она не обустроена. И грязь, летом песок, пыль. Вот, и все, больше ничего нет. А смотрите, сколько много домов. И детям негде абсолютно даже общаться между собой. Вот у нас на нашей территории, благодаря директору Наталье Валерьевне, построили детскую площадку. Так у нас постоянно жители с детьми, они постоянно на этой площадке находятся и в выходные, и в будни. Поэтому мы просто нуждаемся вот в спортивной площадке такой. Вот цель проекта здесь сформулирована. То есть создание благоприятных условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни и привлечения детей, подростков, молодежи и взрослых к занятиям физической культурой и спортом в доступной форме. И вот мы предлагаем вот на том пыльном месте, футбольном месте, мы предлагаем вот примерно вот такую спортивную площадку. Так, ну вот, значит, все понятно, для кого это будет построено. Ну и мы примерно рассчитали пропускную способность. Если в день, ну, примерно 200 человек, как минимум, в месяц до 6 тысяч, и в год вот у нас будет здесь заниматься 73 тысячи человек. Это немаловажно. Теперь настал момент голосования. К сожалению, вот проектанты, это, конечно, не совсем правильно. Они не представили название своих проектов, поэтому я представлю, у меня в протоколе есть проект первый, о котором говорили, это спортивная площадка в Доме детского творчества, он называется «Траектория движения», рабочее название, и второй проект называется просто «Пешеходный тротуар по 5-й Подлесной». Начнем по мере поступления. Значит, первое, я говорю, траектория движения – это спортивная площадка на территории детского дома творчества «Октябрьский», о чем нам докладывали. Я прошу проголосовать, счетная комиссия внимательно, поэтому руки быстро не опускайте. Те, кто за, нам нужны точные цифры. Кто за? Держим руки, терпим. Терпим. Выше руки поднимите, это очень важно. Комиссия должна... Не сбивайте комиссию, коллеги. Еще немножко осталось, потерпите. Да, тоже посчитают. Голосовать можно один раз. Поэтому вы сейчас вы это не говорили. Потому что это был заранее говорить. А сейчас 88. Посчитали. 88. Спасибо за ваше терпение. 88 заполняем. Теперь против. Есть те, которые против этого проекта? Нет. Ставим 0. Коллеги, по итогам голосования, наверное, все понятно. Считать наиболее неотложной и важной задачей, связанной с муниципальной инфраструктурой 6-го микрорайона,
микрорайона Октябрьского района города Ижевска благоустройство спортивной площадки под названием «Рабочим траектории движения» на прилегающей территории к ЦТР «Октябрьский». Принять участие в проекте поддержки местных инициатив по решению данной проблемы. Ну, теперь на повестку выносится третий вопрос софинансирования. По предварительной смете, как было сказано, приобретение и благоустройство спортплощадки необходим 1 миллион 300 тысяч рублей, -1 миллион 350. То есть, еще раз напоминаем, то есть у нас максимальная сумма, которую готова дать республика, составляет 1 миллион. Обязательное вложение города Ижевска составляет 15%, это 150 тысяч рублей. И, соответственно, по данному проекту софинансирование составляет тоже 15%, то есть это тоже 150 тысяч. Ну что, коллеги, я вам озвучил идеальные цифры, можете не вкладываться. То есть, но это понизит в таблице баллов. Соберут, говорят. Инициативная группа говорит, соберем. Какие люди соберут? Это потом выберут. Ну, тогда давайте, у нас инициативная группа обещает, и Наталья Валерьевна тоже, что эти деньги будут собраны. Тогда давайте голосовать за 15% голосуем. Кто за? Поднимите руки, вас должны посчитать. Так все так же все. Ну вот я вижу, на первом ряду не голосуют. Приглашенные, да? 88 человек. Кто против? Давайте отсюда начнем. Проще считать. Наталья Валерьевна, вы против? Воздержавшихся. Ну, соответственно, 88 и будет. Коллеги, по финансированию понятно, да? У нас еще есть четвертый вопрос. Он, наверное, тоже животрепещущий. Дело в том, что все деньги, которые будут перечислены на счет муниципалитета, они автоматически попадают под действие 44-го федерального закона. По этим законам регулируются вообще все торги, все закупки. Деньги становятся, если они попали на счет муниципалитета или госструктуры, они попадают по 44-й закон. Значит, 44-й закон предполагает торги, то есть это не прямые договоры с единственным поставщиком, как называется. Это целая процедура, располагается документация, и уже тот подрядчик, который даст меньшую цену, при том же качестве, которые будут оговорены в технических условиях и в договоре, тот подрядчик и выигрывает. Ну, такой закон. Торгуют не здесь, торгуют на федеральных площадках, там Казанская, площадка Сбербанка и так далее. Вот. И, как правило, мы вот имеем такой опыт, как правило, получается экономия, потому что подрядчики стремятся выиграть контракт, так или иначе, соответственно, они падают, там шаг, по-моему, 5% составляет. Где становится непонятно. Но, тем не менее, объем работы остается тот же самый, который говорил в технических условиях. Это тоже надо понимать. Да. Вот в эти деньги уже проект заложен, то есть на проектирование деньги. Это же тоже на пиры надо торговать. Наталья Валерьевна, на проектные работы заложены деньги? Дело в том, что когда мы будем торговать, мы будем выставлять техническое задание. Проект нам не нужен. И согласно техническому заданию... смета у вас есть по этому Но у нас проекту? есть, я же сказала, есть уже предварительная... Предварительная смета есть у них. Это смета в терах то или есть в ферах? компания... Это калькуляция. Да, у них есть четкие коммерческие предложения, но по большому счету, вот тогда давайте тоже частности. Наталья Валерьевна, когда вы будете тех задания формировать, тогда туда нужно включить в эту и сумму дополнительно, еще и проектно-сметную документацию ПСД. Перед, как говорится. Да. Он, конечно, не сложный проект на такую площадку, Наталья Валерьевна. Значит, вопрос очень серьезный, и если эти деньги остаются от торгов, а они, возможно, останутся, куда вы их потратите? Давайте я сразу тоже скажу, как это бывает. После торгов деньги остаются, могут остаться большие, могут остаться небольшие. Сейчас делить, сейчас непонятно, какая сумма останется. У нас в республике поступает следующим образом. Первое, это пускай деньги на продолжение работы по выбранному проекту, то есть там что-то докупить, там заборчик поставить, краску, что-то такое. Второе, это
деньги оставляют на расчетном счете муниципального образования для того, чтобы в следующем году, если решите участвовать, вам нужно было там, ну, чуть меньше софинансировать. И третий вариант, этот вопрос остается на решение членов инициативной группы, и они уже потом сами примут, к какому из этих двух путей пойти. Можно уточнить? Раздать обратно можно деньги? Ну, у нас нет... Теоретически можно раздать обратно оставшиеся. Можно раздать обратно, но это если вы с одного счета загоните. Если у вас будет поступать как бы много, ну, с разных счетов поступать, на каждый из них возвращать это будет тяжеловато. Деньги есть, ты это лучше У вас вопрос был? Будьте любезны, а если вы сэкономились и бюджетные деньги, Какие? и бюджетные деньги? По поводу бюджетных деньги, они, безусловно, уходят. Вот мы заявили заявку, соотношение денег 70 – это бюджет, и 30 – это, грубо говоря, население спонсоры. Да? Соответственно, из экономии 70% уходит обратно, и 30%, которые деньги ваши и спонсоров, остаются, и вы только на них вы можете... Да, да. Да, вот та маржа, которая остается, она пропорционально делится по концессионерам. Да. Поэтому есть предложения, инициативная группа, есть какие-то предложения, куда, если в случае экономии оставшейся у вас... Есть. Надо просто дополнительное еще предложение. Ну, устроим эту площадку, ну, газон разобьем, клумбу. Логично. Логично. То есть я так понимаю, что поступило, я правильно перевожу, я понимаю так, что в случае экономии эти же деньги потратить на эту же площадку дополнительно, там, ну, не знаю, высадив деревья, разбив газон, покрытие, может быть, сделать, озеленение. Правильно сформулировал? Поэтому это четвертый вопрос, за него тоже необходимо голосовать. Кто за данное предложение, которое высказано, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Наталья Валерьевна, вы против? То есть против 0. Мы считаем, что 88 против 0. Вот, коллеги, собственно говоря, мы закончили с вами нашу встречу. Спасибо огромное, что вы нашли время, посетили. Я думаю, что еще проявится инициативная группа, которая придет с последующими проектами. Теперь, если есть какие-то вопросы частного или характера, общественного, пожалуйста, вы задавайте. Да, конечно. Тихонько, ну, минутку, уважайте собеседника. Большое спасибо за подход к нашим внукам, детям. В микрофон говорите. Большое спасибо Дому творчества за подход к нашим внукам. Потому что я водила свою внучку сюда. Было очень интересно. Мне очень понравилось, что зимой здесь горки, весело, интересно. Летом, хотя и не было этой площадки, которую сейчас мы хотим сделать, приобрести, они тоже организовывали площадку, давали небольшой инвентарь, то есть мячики, скакалки. Конечно, нам необходим просто этот спортивный комплекс и для бабушек, и для внучек, и для внуков. Все. Спасибо. Ну, Наталья Валерьевна и коллектив, это благодарность ваш адрес. Спасибо большое вам. Коллеги, если есть какие-то вопросы, готовы остаться, переговорить. А так, спасибо огромное. Секунду. У нас же Наталья Валерьевна приготовила подарок нам музыкальный. Самое главное. Посмотрите, какое у нас будущее с вами. Красивое, молодое. Это в законе сказано? There's really no flex, I got it. 6-figure checks, I got it. These hoes like so psychotic. They don't know I got it. 20K cash, I got it. 200 on my dash, I got it. The game on flash, I got it. My hustle won't last, I got it. Talk tough, but won't do shit. I picked up like a booty.
shake it a little faster. One cheek at a time, left cheek, right cheek, do it all to the beat. It's easier with a G-string, and you can free ball. Yeah, you ain't gotta wear drawers. How low can you go? Look back at it and make it jump like a jackrabbit. And take it down to the floor and shake the booty, break it down. Get it low and low. What you know about it? What you know? What you know about it? What you know? What you know about it? Foreign cars. What you know about it? Out of some money. What you know about it? Trap house. What you know about it? You don't know about it. Cuban lane. You don't know about it. Tiger man. What you know about it? Out of some money. What you know about it? I don't need no receipt. I see it. I own it. I play for keeps. Don't tell me the price don't matter to me. What I spend in a day, you make in a week. Make it going up like a money tree. Shopping these deals like a money spree. Can't get you the gang, gotta charge a fee. Queen of Rack City, give me the key. Быстрым, ловким нам поможет тренировка, бег, разминка, физзарядка и спортивная площадка. Соответственно, под эту команду